Эксперт федеральной программы сегодня в Якутске. В Якутске проверил качество работ по улучшению нерегулируемых пешеходных переходов возле школ. Таких объектов в столице 9. Что именно обновили и, самое главное, соответствует ли все нормативам, узнавала Анастасия Кобызева. Уровень безопасности самых непредсказуемых пешеходов детей значительно повысится. В столице региона модернизировали пешеходные переходы возле школ. Проект очень важен, ведь за последние 8 месяцев этого года на дорогах Якутска пострадали 60 юных участников дорожного движения. Рядом с образовательными учреждениями установили ограждения перильного типа. Их протяженность 200 метров с каждой стороны. Появились дополнительные светофоры, знаки, а также искусственные дорожные неровности. Интересный факт: на пешеходный переход наносят не просто краску, а холодный пластик. Его преимущество: в долговечности он прослужит целых 5 лет, в то время как краска сотрется уже через год или 2, а то и раньше. Проверить качество выполненных работ приехал эксперт федеральной программы. Ревизор все заснял, записал и остался доволен. Все объекты просмотрены, они соответствуют требованиям ГОСТ. Соответствует проектной документации, которую мы составляли при заключении контракта. Замечаний нет. Всего в этом году в федеральную программу модернизации попали 9 городских объектов. Стоит отметить, что в 2020 году под обновление могут попасть еще несколько пешеходных переходов. В следующем году, насколько мы знаем, у них запланировано только пешеходное ограждение. Мы заявку в свою очередь подавали, значит, на 10 километров, около 10 километров. Но ближе к зиме уже, скорее всего, утвердят. Модернизация пешеходных переходов проходит и в других регионах страны. На эти цели в этом году из федерального бюджета выделили 187 миллионов рублей. По понятным причинам экономить не стоит, ведь безопасность детей-пешеходов превыше всего. Анастасия Кобызева, Илья Сыромятников, Якутск.